Здравствуйте, дорогие наши слушатели и зрители. Сегодня мы вместе с нашими казахскими собратьями, нашими коллегами попытаемся ответить на некоторые такие вопросы, которые касаются январских выступлений в Казахстане. Этот вопрос волнует и наших туркменских зрителей и слушателей, и это неудивительно, потому что мы соседи, Казахстан наш большой сосед, и более того, мы люди одной культуры, одной религии и очень близкие по этническим соображениям. И в данном случае у нас приблизительно одинаковый политический опыт. Мы все вышли как все писатели русские когда-то, как говорили, вышли из шинеля Гоголя, мы все вышли из Совка, из Советского Союза, и у нас много общего и в политическом плане. Давайте сегодня тогда мы попытаемся обсудить с нашими казахскими коллегами, вот что произошло, начиная со 2 января в Казахстане. Сегодня у нас выступают в нашей передаче из туркменской стороны Мурат Курбанов, лидер политического народного движения ТВТ, Демократический выбор Туркменистана. Потом рядом с ним сидит Гани Стамбек из казахского движения «Свободные казахи». И также, значит, его сподвижник Нурлан Беркелиев с такой хорошей туркменской фамилией, буквально вот как наш собственный, так сказать, борец. И, значит, я буду вести передачу. Меня зовут Аквель Сапар, я писатель, журналист и издатель. И правозащитник. Начиная с 1990 года я являюсь, в общем, и принимаю участие активно в правозащитном движении и составляем мониторинг всех правонарушений не только в Туркменистане, но отчасти и в регионе. Рядом со мной сидит также Муса Рушен, наш молодой и очень энергичный, очень такой вдумчивый и рассудительный, как аксакалы наши, в очень хорошем понимании этого слова, коллега и соотечественник, который живет в Америке. И также Тимур, который по своему и характеру, по образу мышления действительно настоящий такой военный человек и наш очень такой верный сподвижник Тимур. Вот нас в итоге получается 6 человек, не правда ли? 6 человек, и мы шестером тогда, как великолепная шестерка, будем, значит, рассуждать на эту тему. Первым я тогда представлю слово нашим казахским друзьям и коллегам. Если, значит, Гани Стамбек, вы расскажете коротко, что же все-таки произошло в Казахстане вот в начале, начиная со 2 января. Честно говоря, мы не все понимаем, не все до конца понимаем до сих пор. С чего начались эти выступления, протесты, и во что переросли, и чем они теперь завершаются. Вот 3 этапа вот этих протестных событий, они вызывают очень много вопросов. Пожалуйста, вам слово. Расскажите, объясните нам хотя бы коротко. Ассалаумағалейкум, құрметті отандастар, үлкен сіздерге рахмет, және түркмен бауырларымызға үлкен рахметімізді айтамыз. Мы бы хотели бы всему туркменскому народу пожелать удачи, счастья, и спасибо большое всем организаторам этой онлайн-конференции. Первое, что я хотел бы сказать, что то, что случилось 2 января в Казахстане, это не было неожиданностью, как я так считаю. То есть это была спланированная работа. Что я имею в виду конкретно? То есть сама власть привела своими действиями, воровством, коррупцией, борьбой против активистов, правозащитников,
в течение последних 30 лет. То есть это то, что случилось 2 января, это был такой, знаете, плотный результат плотной работы самого режима. То есть сам режим, как на английском говорят, failed, да, сам режим сделал такое, что народ уже не вытерпел и вышел на мирные протесты. Это были абсолютно мирные протесты. К сожалению, наша власть, режим использует различных провокаторов, специальные формированные группы преступные, которые вливаются в массы людей, и массы людей, которые вышли на мирные протесты, начинают там сжигать, убивать, там, машины ломать, чтобы придать негативный фон, имидж мирным протестующим. Это дает два конкретных цели преследует. Первое – показать, что демонстранты мирные, они не мирные, они используют силу, чтобы остальная часть народа к ним не присоединилась. Звук ушел. Гани, звук поправьте. Слышно? Ага. Алло. Теперь слышу. Второе, это дает право нашему режиму, используя такие клише, стереотипы, чтобы назвать всех мирных протестующих как террористами, и дает им право, соответственно, использовать военную силу, чтобы подавить этих террористов. Вот что было. То есть это было весь продукт того, что режим не работал на интересы народа, и народ просто взорвался, но взорвался в мирном смысле этого слова. Ахмед. Спасибо. Теперь я хотел бы спросить, продолжить эту тему и задать вопрос вашему коллеге Нурлану Беркелиеву. Нурлан, как на ваш взгляд, все-таки вот эти демонстранты мирные, я их своими глазами видел по телевидению, и на Ютубе было очень много видеороликов. Это действительно были мирные люди. Вот ведь протестные движения были изначально, они как бы спонтанные. Действительно, никто их, видно было, что никто их специально не организовывал, или никто никому пирожки не раздавал, чтобы кто-то вышел на улицу или выступил против социальной политики или экономической политики властей. Тем не менее, вот там же, где когда-то, если не ошибаюсь, в 2010 и 2011, что ли, годах были выступления, это Жануэзен, это мы называем это Мангышлак, это когда-то этот регион, в этом регионе жили и туркмены, и казахи, там до сих пор вот есть могилы туркменские. И этот регион вообще, если вы хорошо знаете историю, когда-то Мангышлак относился к Туркменистану. Это были туркменские земли. Сейчас эта земля относится к Казахстану. И как бы там ни было, нас очень трогает близко вот это все, что происходит и в целом Казахстане, тем более вот в тех регионах, где это непосредственно вблизи наших границ. Вот я знаю по официальным сообщениям, что выступления начались после того, как 1 января поднялись цены на сжиженный газ. И причем цены поднялись не на 10 или 20-30%, если не ошибаюсь, там то ли на 50%, то ли почти 2 раза. И что там вот этой Мангустауской области или Мангышлакской области по-туркменски где-то 90% автомобилей, они ходят на сжиженном газе. И говорят, что именно поэтому там и были самые такие сильные протесты. А потом они переросли в общенациональное движение. И здесь, на мой взгляд, есть большая вина властей. Как вы думаете, вот что там лежит действительно в основе? Ассаламу алейкум, дорогие братья и сестры. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы очень уважаем наш туркменский народ, мы все братья. Все очень близки друг к другу. Да, хороший вопрос вы задали. Действительно, события, которые произошли в Казахстане 2 января, это был чисто мирный митинг. Люди устали от режима Назарбаева,
от деспотии, которые происходят в Казахстане. И действительно, эти все волнения начались на западе Казахстана. Это буквально на границе с Туркменией, Мангышлак, Джанаузен. Это самый, можно сказать, запад Казахстана, нефтяная столица Казахстана. И народ начал забастовку из-за того, что подняли цены на газ, на жиженый газ для заправки автомобилей. И буквально удвоили цену. То есть это газ стоил где-то 50-60 тенге, если не ошибаюсь. И внезапно он стал 120 тенге. То есть в 2 раза. И люди просто взбунтовались. В поддержку жанаузенцев стал весь Казахстан. Уральск, Актобе, другие регионы. И все это носило мирный характер. Люди сознательно вышли, поддержали друг друга. И перед акиматами, акиматы, значит, администрация, городская, областная администрация выступили с резкой критикой властей против повышения цен и выдвинули иные требования к властям. Но, как вы сами знаете, потом все это переросло, как заявил президент 5 января, что 20 тысяч боевиков пришли извне, и как бы это специально он сделал для того, чтобы запустить механизм введения войск в ДКБ. И у него это успешно, ему это удалось, он задействовал этот механизм. На самом же деле, на мой взгляд, дело обстояло совершенно иначе. Это была внутриэлитная битва между Назарбаевым, его родственниками и между Тукаевым. То есть фактически вооруженные силы, Министерство внутренних дел, Комитет национальной безопасности, Министерство обороны перестали ему подчиняться. Он побоялся, что фактически власть он может утратить. И из-за этого он задействовал механизм ввода войск в ДКБ. Столько людей, мирных людей, демонстрантов власти выдали за террористов. И фактически Тукаев отдал приказ на уничтожение своего народа. Мирные жители пострадали, очень много людей погибло. И все это, я хочу заметить, произошло вот именно мародерство и все вот эти вот саботаж, террористы, как заявили власти, это все произошло именно в Алмате и в Таразе, и именно вот такие вот сильные очаги в Талдыкургане. Во всем Казахстане, везде, по всему Казахстану были мирные митинги. И вот эти вот так называемые террористы, это все сотрудники спецслужб, которые специально спровоцировали эту бойню для того, чтобы вовлечь мирных жителей, для того, чтобы посеять раздор. И вот таким образом Тукаев удержал власть. Вот. В целом, в остальном, во всем, я считаю, это был мирный митинг. Люди победили. Такого никогда не было в Казахстане, чтобы вот таким образом как бы весь народ сплотился и вышел единым фронтом против власти. Предстоит большая борьба впереди, но я думаю, что половина пути уже пройдена. Да, спасибо, я соглашусь с вами, потому что казахский народ в данном случае, как я считаю, увидел, что объединившись, они смогут добиться изменений, очень сильных и основательных изменений, может быть, даже действительно нужных демократических реформ в Казахстане. Но сейчас я бы хотел задать вопрос Мураду. Какие у него к вам вопросы? Потому что Мурад возглавляет сейчас в данное время самое влиятельное и самое сильное движение политическое, которое демократическое. Это я подчеркну. Почему? Потому что у нас дефинируется в нашем туркменском протестном движении два очень значительных, таких четко разграниченных две линии, два крыла протестного движения. Это демократическая оппозиция и номенклатурная оппозиция. У нас как бы даже третьей силы пока нет. Может, у вас есть все-таки, вас уже почти 20 миллионов казахов
а нас очень мало. Мы где-то вот 6 миллионов, как говорится, или даже 6 миллионов еще нет туркмен в Туркменистане. И из них 2 миллиона где-то сейчас находятся за рубежом на заработках и так далее. Вот, Мурат, какие у вас вопросы к вашим коллегам? Они политики, и вы также политик. Пожалуйста, задавайте. Спасибо за предоставленную возможность. Здравствуйте всем. Саламатсызга. У меня вопрос такой вот к нашим казахстанским братьям. Вот когда мы видели эти протесты в начале, да, это всех туркменов вдохновило. И мы наконец-то поверили, что это возможно. Мы тоже 30 лет топчемся на месте. Мы думали, что это невозможно, что это все фантазии наши и так далее. Но когда мы увидели первые дни, мы настолько вдохновились, наш народ настолько вдохновился, мы даже гордились. Вот, смотрите, оказывается, протесты, все приводит к результатам и так далее. Но в последующие дни появилась очень сложная картина, и внутри террориста появились, и стрельба появилась, и уже охота появилась на этих террористов, активистов и так далее, и так далее. Это испугало наш народ. И наши многие противники начали пугать людей. Вот смотрите, это террористы, не активисты, их стреляют, точно так же вас будут стрелять и так далее. Вот я бы вам вопрос такой задал. Вот вы, как бы вы объяснили нашим туркменам, и что бы вы посоветовали им, чтобы они не думали, что вот ты вышел на протест, и тебя сразу стрелять будут? То есть вопрос такой, что надо сделать, чтобы вот эти протесты не переходили в эту плоскость? Вот, что бы вы нам посоветовали? Мы можем отвечать? Да, Ранив, вы можете начинать отвечать на это. Как лидер движения «Свободные казахи» можете начинать. Да. Спасибо большое за предоставленное мне слово. В первую очередь я бы хотел немного сделать отсылку на... Вот, ведущий поднял вопрос по поводу Мангышлака, что это принадлежало территории туркменам. До этого я бы сказал, что вся Центральная Азия, она так или иначе принадлежала всем тюркам, это единая наша земля. Я бы это сравнил, как, знаете, с большим домом, и у каждого из братьев и сестер есть отдельная комната. Иногда мы меняемся комнатами, но в целом это наш единый дом. То есть мы все тюрки, у нас сейчас единая беда – это наша несправедливая власть, режим. Мы должны друг другу помогать и объединяться именно в этом виде. То есть мы не должны искать моменты, которые будут нас разъединять, но мы должны искать моменты, которые нас будут объединять и поддерживать друг друга, что мы сегодня делаем на этой конференции. Первое, хотел бы сказать по поводу того, что власть, режим в Казахстане стрелял, и это отпугивает народ Туркменистана и других. И вы также сказали по поводу численности туркменов, что она якобы малочисленна. Я бы вам привел пример Кыргызстана. Тоже малочисленная страна, там 5-6 миллионов, даже, по-моему, меньше, чем туркмен, но она гораздо демократичнее, чем Казахстан, у которого там 20 миллионов, или чем Узбекистан, у которого 40 миллионов населения. То есть численность не означает качество, поэтому вы на это сильно не обращайте внимания. То есть даже маленькие страны, например, тот же самый Лихтенштейн, да, одна из самых маленьких стран в мире, но она демократичная страна. Далее, то, что режим стрелял, и это отпугивает, как можно от этого как-то обойти, я бы не мог бы вам дать конкретный ответ по этому поводу. То есть даже если народ поднимется, как в Казахстане поднялись, абсолютно мирно, власть будет использовать все методы, чтобы это мирное движение как-нибудь его запятнать, чтобы потом запятнать его, используя военную силу и якобы сказать, вот они террористы, и мы боролись против террористов, но не против мирных демонстрантов. То есть это будет идти в любом случае со стороны режима, так или иначе провокация. Режим хочет остаться на месте, он будет использовать все грязные методы, и, к сожалению, в борьбе за свободу от этого вы так или иначе себя 100% не сможете застраховать. Я бы привел бы пример Великой Французской революции, которая была в 1793 году, когда народ поднялся, захватил тюрьму Бастилии. В Бастилии было очень много политзаключенных, и они сменили власть короля,
затем там использовали гильотину, и король попрощался со своей головой. После этого пришли к власти якобы демократы, это был юрист-адвокат Максимилиан Робеспьер, и затем он сам узурпировал эту же власть, то есть он сам стал диктатором. Затем во Франции были еще раз смены власти, там первая республика, вторая, третья, четвертая и так далее. То есть процесс демократизации, он не будет легким, он не будет простым, он будет очень болезненным. Это очень долгий путь. Возможно, это даже займет 100 лет, 50 лет. И, к сожалению, вот этот процесс демократизации, он будет идти и через жертвы. Это не означает, что я там призываю, там, давайте идти на жертвы и так далее. К сожалению, это будет так, потому что режим обычно не уходит мирно. Но вот, например, мы в Казахстане, когда народ Казахстана поднимался против Российской империи, колонизации, против советской власти, мы, в общем, поднимались около 367 раз в течение вот последних там 200-250 лет. Наше первое правительство Алаш-Орда, советская власть полностью застрелила в 1937 годах. У нас был геноцид казахов. И также в 1986 году мирные студенты казахские поднялись за свободу Казахстана. И многих из них просто там советская власть убивала, там, лопатами их забивала насмерть, их, там, грузовиками где-то их тела выкидывали и так далее, и так далее. То есть, к сожалению, путь к независимости и свободе, к сожалению, так или иначе породит некоторые жертвы. Но это не должно отпугивать весь народ. Когда вы, например, идете в спортзал, если вы никогда до этого не ходили в спортзал, первый день, второй день, когда вы начинаете поднимать вот эти вот гантели, гири, на следующий день у вас сильно начнут болеть мышцы. Но если у вас они не будут болеть, то вы, значит, ваши мышцы не будут расти. То есть рост идет через процесс боли, к сожалению. Это нормальный такой эволюционный процесс. Вот что хотел бы я сказать. Ахмед. Спасибо. Теперь, Мурат, я надеюсь, что вы удовлетворены ответом Гани. Давайте теперь создадим возможность нашему самому молодому коллеге Муса Ревшин. Вот молодые как смотрят на январские события в Казахстане? Какие у них возникают вопросы? Муса, пожалуйста, любой вопрос можете задавать нашим казахским братьям. Ассаламу алейкум всем туркменским и казахским братьям и сестрам. В первую очередь я хочу принести мои соболезнования. В этих январских событиях погибло очень много людей за правду, за справедливость. Пусть Аллах примет их шахидами. Это вторая большая трагедия после Желтоқсан 1986 года. Был жаназение, но, конечно, там 12 человек, если не ошибаюсь, но вот 225 и больше людей были убиты со стороны власти, очень причиняет боль. Это ваша боль, это наша боль, ваша трагедия. Я абсолютно согласен с Гани. Нам между братьями вот, Средней Азии нечего делить. Ваш том, наш том и ваша трагедия абсолютно одинаковые, и мы сейчас переживаем в данный момент борьбу за справедливость. Как бы нам не хотелось, вот бывают жертвы. У меня вопрос нашим братьям. Какие предпосылки были вот, выйти на митинги и насколько было организовано, чтобы люди вот так спонтанно вышли на митинги для волеизъявления народа? Вопрос Гани Нурлан, пожалуйста. Ну, можете отвечать. Нурлан, может быть, вы начнете отвечать теперь. Если вы поняли, да, вопрос? Да. Я могу повторить, насколько была организованность, вот, предпосылки выйти людей на улице? Предпосылки, они до этого мы озвучили, это рост цен на автомобильный газ. И вот как бы протесты начались в Жанаузене, на западе Казахстана, переросли в массовые протесты. И весь Казахстан поддержал. И все это было организовано. Люди единым фронтом вышли по всему Казахстану. Каждый старался поддержать друг друга. Люди строили юрты на площадях, приносили еду, кормили друг друга. Значит,
каждый друг друга поддерживал. Если кто-то уходил, было холодно очень. Например, там, если говорить про Запад, там холодно у нас, сами, наверное, знаете. Если кто-то уходил, на его место приходил другой, чтобы толпа не растворилась, чтобы всегда, значит, была поддержка. Вот. Люди до последнего друг друга поддерживали. До того момента даже, когда пришел спецназ и начал кидать вот эти газовые там, гранаты, светошумовые гранаты и так далее. Были ли, Спасибо. извините, были ли призывы со стороны оппозиции выйти на улицы именно после Нового года, вот, после праздников? Или люди спонтанно вышли? Нет, такого не было. Это все произошло благодаря тому, что люди объединились. Люди выступили единым фронтом. Не было такого, чтобы там вот, как бы именно призывать или еще что-то, агитировать. Если власти говорят о том, что это вот, там какие-то террористы сделали, это все полная чушь. Люди устали от этого деспотичного режима. За 30 лет просто уже недовольство не только в Газе, но и, допустим, вы же сами представляете, что такое Казахстан. Это одна из самых благополучных республик должна быть, где там есть все, начиная от газа и заканчивая ураном. Практически все полезные ископаемые. И люди об этом знают. Тем более люди, которые живут, тем более, вот, я думаю, туркменам объяснять это не надо. У вас есть все, Да. у вас есть газ, у вас есть все, вы должны жить как в Эмиратах. И народ об этом знает, но уровень жизни в Туркмении, я думаю, он не очень высокий. Поэтому и люди протестуют тоже. И в Казахстане это все с каждым годом все как бы наращивалось, и в итоге привело к таким событиям. Уровень жизни очень низкий, люди бедствуют, доплаты низкие, тем более экспаты, которые работают в Джанаузене, например, там, или же там в Атырау, в Актау на Западе, они получают огромные зарплаты, они получают по несколько тысяч долларов, а вот наши рабочие, они получают копейки. Это недовольство, оно действительно проявилось в протестах. Естественно, потом, когда люди уже собрались, когда они уже начали высказывать свои требования, это не единственное требование, значит, уменьшить цену на газ. Требований было много, и до сих пор требований. Сейчас вот я читаю новости, появился, значит, Назарбаев, он как бы даже не извинился перед людьми за то, что столько людей вот, власти расстреляли. Он все сослался на Тукаева, сказал, что он пенсионер и как бы не причастен к убийству. Вот. Фактически ничего не изменилось в Казахстане сейчас как бы. Вот я так полагаю, вот сейчас последние новости. Но это не было напрасно. Все это не было напрасно. Сейчас власть боится, что может повторение, я думаю, будет повторение этих событий. Потому что Да, и ну, вот Иван, насчет требований у народа много, это вот основные требования, это изменить Конституцию, вычеркнуть оттуда иммунитет, которым наделен Назарбаев и его семья, неприкосновенностью, вот, убрать все это, и, естественно, передать суду Назарбаеву, вот чего хотят люди. да, ну ладно, я с вами соглашусь, потому что если власти сейчас не сделают должные выводы, да, из того, что случилось в начале января 2022 года, я думаю, что непременно эти события повторятся, потому что ну, народы уже не хотят больше нищенствовать в богатых странах. Ни в Туркменистане, ни в Казахстане, и я не думаю, что в других республиках бывших советских где-либо народ согласен, чтобы и страну фактически, значит, доили определенные круги, определенная прослойка, причем советско-номенклатурная, коммунистическая, чекистская прослойка, а чтобы народ нищенствовал. Никто ведь никому не давал права просто-напросто грабить Казахстан за спиной казахского народа. Ну, некоторые люди просто возомнили себя полубогами. И за это они получили, как я считаю, очень такой сильный
отпор, и пусть это пока не очень организованный, спонтанный, несмотря на то, что власти Казахстана все время пытались сводить разговоры к тому, что это были очень такие продуманные, организованные выступления, что где-то за рубежом, под кустами, где-то в тайком там, то ли зарубежные какие-то страны, государства, то ли, значит, где-то в КНБ Казахстана или МВД Казахстана какие-то люди специально готовили этих протестующих. Как я думаю, что просто там надо разделить вот это выступающих даже на 3 части. Вот на мой взгляд, если я ошибаюсь, можете исправить. На мой взгляд, первыми выступили просто обычные люди со своими бедами, со своими требованиями. Они хотели, чтобы власти их услышали. Вы об этом, кстати, тоже сейчас сказали. Это началось в Жаналазене, в Мангуставской области, Мангышлакской области. И дальше, значит, когда вместо того, чтобы послушать людей, выйти к людям и разговаривать с ними, и исправить ситуацию, из уст власть имущих посыпались угрозы. Это, видимо, и задело и честь и других частей Казахстана, и вот тогда все началось и закрутилось. Вторая часть, вторая часть вот этих событий, на мой взгляд, разыгрались в Алматы, где вдруг появились погромщики. Какие-то погромщики. Я не думаю, чтобы мирные протестующие, они вдруг взяли бы лом или кирку в руки и пошли бы ломать витрины и грабить магазины. Я в это никогда не поверю. Значит, была вторая группа. Как они появились в Алматы и еще где-то, может быть, но в основном в Алматы, как я наблюдал. А потом какая-то третья группа. Тут опять-таки я не пытаюсь, в общем-то, утверждать окончательно, но вы тоже, пожалуйста, скажите свое мнение. Все-таки вот мирные протестующие – это одно дело, да, в самом начале, которые начали выступать. За спиной этих мирных протестующих появились мародеры, то есть те, которые начали грабить магазины, совершенно несознательные люди, которые и подпортили имидж этих протестов, справедливых протестов, народных протестов. А потом третья группа. Вот эта третья группа, которая захватила там, я их увидел, в смысле их почерк увидел, самих-то я их даже не видел. Аэропорт, который захватили, буквально, без оружия захватили. И вот об этом я бы хотел, чтобы Гани, вы и Нурлан как-то, если вы больше понимаете, чем мы, вот расскажите, пожалуйста, вот откуда вот вторая группа мародеров и третья группа вот этих вот непонятной силы, в которых теперь власти пытаются обвинять, в общем-то, казахский народ, что вот где-то этот казахский народ или там, я не знаю, зарубежная оппозиция воспитывала, там тренировала группу людей, там чуть ли там не 40 батальонов, и ввела эту армию, фактически это армия. Если это 20 тысяч террористов, понимаете, ребята, это в среднем это 40 батальонов. Сейчас, в общем-то, в современных батальонах, как правило, где-то 500 человек в каждом батальоне. Значит, 20 тысяч террористов – это 40 батальонов, а 40 батальонов – это целая армия. Вот как бы, кто бы мог ввести в Казахстан, тем более в старую столицу, в Алматы, 40 батальонов из-под тишка, чтобы нигде ничто вот на границе, нигде никто ничего не замечал. Вот что за чушь это? Пожалуйста, расскажите об этом и нашим, и вашим зрителям. Гани, можете начинать. По поводу тех групп, которых вы озвучили, как мы уже выше говорили, что люди, которые вышли на мирный протест, это люди Казахстана, народ Казахстана, который уже устал жить под такой коррупцией, в стране, где все абсолютно распродано, страной, которой управляет одна семья, одна мафия.
Это был результат такой плодотворной деятельности режима уже последние 30 лет. У нас народ выходил мирно также в Жанаузене в 2011 году. По официальным данным, там некоторые говорят 12, некоторые говорят 15 людей были убиты. По неофициальным данным, свыше 100 были убиты, свыше 400 были ранены. Если вы посмотрите видео, когда, например, люди в Жанаузене в 2011 году выходили, они 3 месяца выходили на мирные пикеты и протесты с требованием, чтобы им подняли зарплату. То есть местным казахам платят зарплату за ту же самую работу, что делает и иностранец, в 10 раз меньше. Плюс к местным казахам, да, к местному населению, у работодателей, как правило, зарубежных, и местные власти, которые продажные, коррупционные, у них отношения очень нагло. То есть они используют очень много нецензурную лексику. И вот этот вот весь такой, знаете, накал, вот люди простые видят, что это несправедливость, вот этот весь накал, он выливается в то, что народ начинает выходить на мирные протесты. И в 2011 году, когда они вышли, Назарбаев также использовал специальную группировку комитетчиков КМБ, которые были переодеты как мирные люди, и они начали там, если вы посмотрите видео, там, по-моему, человек 10-12, они начали переворачивать трибуну, это было на Наурыз, это было на День независимости, 16 декабря, Центральной площади. И после этого уже готовые войска входили в город полностью весь оцепили и начали просто отстреливать людей, безоружных людей. Точно так же, что делал и токаевский, назарбаевский режим в январе. Когда Токаев сказал, что в одном городе Алматы 20 тысяч террористов, то есть он у себя опубликовал в Твиттере, а потом эту публикацию он удалил на следующий день, было очень интересно. То есть вот эти 20 тысяч, вот вы задали хороший вопрос, 20 тысяч террористов, как, например, сказал Токаев, режим Токаева, подготовленный и иностранные террористы. Откуда они появились в Казахстане? Кто за ними стоял? Кто их готовил? То есть вот этот спонсорство, как они вошли в Казахстан. И что интересно, когда происходят какие-либо террористические акты, всегда международные террористические группы обычно на следующий день заявляют, что это именно они возглавляли вот этот террористический акт. Но по сей день мы не слышим, что там Аль-Каида или какая-либо другая террористическая группа мировая взяла на себя ответственность, что именно они были заказчиками или организаторами этих террористических актов. То есть мы здесь видим, что власть просто-напросто врет. И они именно сконцентрировали вот эту вот провокаторскую группу именно в Алматы. Вот этот вот поджог, захват, это было со стороны режима, чтобы, как мы выше уже говорили, придать, что мирные демонстранты, они не мирные, они как раз-таки violation, да, они идут через преступления, и нам нужно срочно использовать военную силу. Во многих городах Казахстана военные части казахские перешли мирно на сторону мирных митингующих. Очень много есть видео подтверждений. И когда режим видит, что их же армия и полиция не защищают их же режим, но защищает народ, они начали использовать вот эти вот группировки, чтобы остальная часть не перешла на сторону народа, и чтобы они позвали российские армии во главе ОДКБ, чтобы вот это вот все мирное протестантов задушить. Поэтому я повторяю, что вот эти вторая, третья группа, она была организована специально нашим же режимом, чтобы дискредитировать всех мирных митингующих. Если там была бы реально террористическая группа, если там бы сам народ был бы весь такой криминальный, то почему мы не видим это в других городах? Поднялись 17 городов. Почему мы видим мародеров и вот эти вот группировки именно только в Алматы? Потому что власть именно сконцентрировала вот эти группировки именно там, чтобы дискредитировать весь вот народ Казахстана. Спасибо. Спасибо. Вот теперь, Нурлан, пожалуйста, вот в этой же теме, чтобы вы тоже кое-что уточнили. Вот, на мой взгляд, вот террористы и мародеры, они не могут быть одни и те же люди. Потому что террористы, если они действительно террористы, подготовлены, специально подброшены в Алматы или там в Казахстан с определенной целью, то они должны четко заниматься политическими своими или военными задачами. Да? Об этом, конечно, потом наш соотечественник Тимур Серкерде, он из командного состава туркменской армии, раньше работал именно как командир, и он тоже задаст некоторые вопросы, но я, как бы предваряя его вопросы, хотел бы задать. Вот террористы и мародеры, они должны быть разные люди.
А вот откуда вот эти мародеры появились? Что террористов там, сколько там было террористов, мы не знаем, но одного мы точно знаем. Это был киргизский композитор, которого поймали и заставили признаться, что он занимался, что он один из террористов. Тут уж как раз, в общем-то, становится ясно, что власти просто пытались во что бы то ни стало представить это и казахскому народу, и среднеазиатским народам, что вот, мол, опасайтесь террористов, тем более киргизских композиторов. Ну вот мародеры, откуда они взялись, Нурлан? Они были действительно, они грабили магазины, они громили магазины. Я думаю, что везде, вот, где происходят такие стихийные события, и вот гуще этих событий, такие люди, я думаю, есть везде, которые хотят просто поживиться, вот именно создавшаяся обстановка, разбитые витрины, и сама обстановка, просто, я не знаю, там, халява, может быть, кто-то там. Но это точно не террористы, это люди, которые просто... Может быть, из-за бедности, может быть, у них нет дома телевизора там, или нет телефонов, и они хотели обновить, может быть, свой гардероб таким образом. Но говорить о том, что вот эти вот мародеры, они террористы, это я бы так не говорил. Но откуда появились, я думаю, тоже стихийно взяли и появились. То есть это был, может быть, инженер, он пришел на митинг, и ему там захотелось взять телевизор. Я не могу конкретно точно ответить на этот вопрос, но... Считаю, что просто эти люди хотели поживиться за счет других. Вот. А так, что 20 тысяч террористов напало, как и Гани сказал только, что это все неправда, это просто неправдоподобная, скажем, сказка, которая не может быть. И я вот знаю от своих знакомых, мой знакомый возвращался с Бурунда на машине, вот в это время, когда все эти события происходили. Его остановили люди с автоматами. Я точно не могу описать всю ситуацию, но его остановили, и они были, не знаю, то ли пьяные, то ли что-то еще. И сказали остановиться, и, в общем, предложили сейчас, что с ним кто-то якобы поедет, и надо поехать именно в центр города. И каким-то чудом ему удалось, он якобы сказал, сейчас я припаркуюсь, и каким-то чудом он уехал. Но после потом многие вот мои знакомые говорили, что вот эти люди, они заставляли как бы вот на машинах ехать в центр города, там еще подсаживали других людей, либо же вообще отбирали машину, если дорогая машина, просто выкидывали водителей и там ехали на этих машинах, вот, что я знаю. Понятно. Ну, давайте теперь дадим возможность нашему коллеге и соотечественнику Тимуру, чтобы он задавал тоже интересующие его вопросы, может быть, с военной точки зрения или с точки зрения военного. Тимур, если ты меня слышишь, пожалуйста, задавай вопросы нашим коллегам, братьям, казахам. Тимур? Ну, я вижу, что он нас пока не слышит. Тимур? Ну, видимо, он нас не слышит. Но в таком случае... Я бы хотел коротко добавить. А? Я бы хотел коротко. Да, пожалуйста, пожалуйста. Есть там вопросы, не все до конца проясняется до сих пор. В общем. Смотрите, по поводу террористы и мародеры. Вот мародер, вот простите меня, я не могу поверить, что вот инженер, как вы говорите, да, Нурлан, тоже вот вы с юмором сказали об этом, что инженер или да, там... Я пошутил, я, конечно, пошутил. Я понял, я это понял. Вы как раз шутите на эту тему, что не может быть этого. Что вот он прям вот сначала пришел на митинг, да, а потом вот переключился на мародерство. Такого быть не может. Одновременно я что-то помню, что вот одна из журналисток из Алматы в своем выступлении намекнула на то, что в основном эти мародеры были сельские ребята, что они не были алматинцами.
это люди, которые пришли на демонстрации или просто так под шумок, в общем-то, грабить магазины из сельской местности. Я не могу, конечно, винить сельских казахов, что они именно мародерством всегда занимались или пытаются. Как, на ваш взгляд, кто эти люди, вот мародеры? По поводу мародеров я бы вам хотел предоставить один конкретный факт. Среди мародеров и кто организовывал эту группу, там есть человек, так называемый Дикий Арман. О нем есть даже видео подтверждение, когда он был на площади в Алматы, улица Токалана, если не ошибаюсь, называется. И там он вошел среди людей. Это криминальный авторитет, который проживал долгое время в Турции. И именно когда январские события начались, он неожиданно прилетел в Казахстан, не знаю, как его запустили. Он вошел вглубь народа, есть видео подтверждение, вы можете позже посмотреть, и там он людей призывал на то, чтобы начинали грабить, сжигать и так далее. То есть у него были специальные люди, я подчеркиваю, это криминальный авторитет, который в свое время тесно, и я считаю, что он все еще сотрудничает с нашим режимом, в свое время у нас в Казахстане были оппозиционеры Алтынбек Сарсенбаев и Заманбек Нуркадилов. Так вот, вот этот... Так, хорошо. Но, Да, Тимур, пока... Да, вот звук ушел, это... но вы продолжайте, да? Да. Давайте тогда Так продолжайте. вот, этот Дикий Арман в свое время покушался на жизнь политических деятелей, оппонентов самого Назарбаева. Это на Алтынбека Сарсенбаева и Заманбека Нуркадилова. То есть он работает на власть. И он был именно тем человеком, кого использовал режим для того, чтобы делать мародерство. То есть он людей предлагал захватить, сжигать акимат, который был захвачен и сожжен. То есть многие молодежь, она повелась на его слова. У него есть такой, как бы вам сказать, у него есть очень много подписчиков в Инстаграме, он такой популярный, особенно среди молодежи. И, к сожалению, некоторая молодежь послушалась его, повелась к его красивым речам, и они сделали. То есть, но у него и была своя группировка. Это подтвержденный факт. Спасибо за ответ. Тогда, пока вот я позвонил Тимуру, что-то он не отвечает, мы тогда продолжим. Пожалуйста, Мурат, как вот лидер такого очень значительного сейчас в истории современного протестного движения Туркменистана, группы и силы, какие еще у вас остаются вопросы к нашим казахским братьям, с учетом того, чтобы такая ошибка никогда не повторилась бы в Туркменистане в будущем, если будут выступления народные в Туркменистане, что, конечно, могут быть. Спасибо за предоставленное слово. Конечно, я еще раз, как и все наши туркмены, вам выражаю искреннее соболезнование по поводу погибших наших братьев, сестер, детей, маленьких. Действительно, мы смотрели эти кадры, и нам было очень-очень больно, потому что Казахстан всегда был самой дружелюбной и самой братской страной для нас. Мы очень плотно связи имеем с вами, границы имеем, людей имеем одних и тех же. И когда казахи от нас уезжали, мне было настолько обидно, настолько плохо, что у нас были вот на каждой станции казахи жили, бекдаши, там, ну, казахов было. Когда они уезжали, я это считал как трагедией. Если вернуться к казахстанским событиям, вот правильно говорите, один музыкант, джаз-музыкант, конечно, не может быть террористом. И 20 тысяч человек – это половина армии Туркменистана, чуть больше. Не может прийти в Казахстан незаметно, ниоткуда пройти границы и так далее. Полная чушь, абсурд. С этим никто не спорит, даже весь мир смеется. Это показывает всегда о тупости диктаторского режима, о том, что они недалекие люди. Вопрос другой. Вот я почитал сейчас комментарии, там наши туркмены задают вопрос. Скажите, пожалуйста, они на туркменском написали, да? Вот независимо от этой вот сложной ситуации, которая получилась, независимо от трагедии, которая получилась, вот все равно, есть ли какие-то успехи вот этих вот событий, которые произошли? То есть в конце-то концов для казахского народа это была трагедия,
но какие-то успехи были, которые в дальнейшем этот казахский народ все равно поведет вперед или казахскому народу даст силы. То есть вот эти события, они задают этот вопрос. Если вы смогли пояснить, было бы очень интересно. Спасибо. Да, пожалуйста, Гани. Наверное, суть вопроса в том, что вот, что эти выступления, да, очень жаль погибших и их близких. Мы все выражаем соболезнования их семьям, и это понятно. Но тем не менее, вот эти жертвы, что они не напрасны, что они могут дать в том числе и толчок к будущим, может быть, демократическим реформам в Казахстане. Гани, можете начинать? Я бы сказал, что такого рода национальные трагедии, они, к сожалению, очень больны для всего нашего народа, для любых других народов. Такого рода исторические моменты, они, возможно, сразу же не дают плодов, да, тех плодов, которые, например, большинство людей хотело. Я привел пример, когда в 1986 году казахская молодежь вышла на улицы за свободу Казахстана. Многие из них были просто убиты советским режимом. И за счет их крови, и за счет крови Алаш-Орды, за счет людей казахского народа, батыров, которые поднимались последние 200 лет против Российской империи, колонизации и Советского Союза, это в конце концов, через 5 лет после 1986 года событий, это привело к тому, что Казахстан получил полную независимость. То есть такого рода масштабные исторические моменты, они обычно сразу же не дают тех плодов, которые люди хотят сразу же видеть, но это дает со временем. То есть, когда вы, например, берете семечко яблони, и вы садите, яблоня вам не дает плоды на следующий год. Она обычно дает через 4 года. То есть вам нужно за ней ухаживать постоянно. Сейчас токаевский режим, он, конечно, хочет поиграть на чувствах народа, на эмоциях, заслужить какой-то кредит доверия. Делает он небольшие такие, знаете, оболочечные реформы, фасадочные реформы. Там вроде бы сейчас убирают название Назарбаева, там с каких-то улиц и так далее. Возможно, я думаю, возможно, даже столицу Казахстана обратно поменяют с названия Нур-Султан на Астану и так далее. То есть какие-то будут такие незначительные реформы, чтобы просто эмоционально заслужить поддержку народа, но кардинальные реформы, к сожалению, пока что я сам лично не вижу. Они будут только тогда, когда полностью режим сменится на демократические устои. И, как я уже сказал, это будет долгий процесс, но думать то, что процесс будет долгий, цель далека, цель сложно, чтобы ее достичь, это не означает то, что мы должны просто стоять на стороне. И насколько я помню, вот как пословица говорит, дорогу осилить идущий. То есть мы знаем, что дорога сама будет тяжелой к цели, но только то, что страх того, что это будет тяжесть, она не должна нас отталкивать от самого пути к этой цели. И я бы сказал так бы, когда дует ветер перемен, не нужно строить щит от ветра, а нужно строить ветряную мельницу. То есть нам не нужно бояться, нам нужно идти. Это даст плоды не сейчас, может быть, не завтра, не послезавтра, но через несколько лет. Я верю, что это даст большие глобальные изменения позитивные. Да, спасибо. Вот пусть тогда, пока Мурат позвонит Тимуру, попытается как бы пригласить его заново на нашу передачу, а мы продолжим. Нурлан, как вы думаете, вот действительно, как говорит Гани, ожидать, что буквально вот сейчас, вот на завтра или там на послезавтра режим начнет там действительно нужные, наболевшие демократические реформы, экономические реформы в пользу народа, это были бы напрасные ожидания, может быть, да. Но тем не менее, вот эти жертвы, они же не пройдут даром, что эти жертвы отданы для будущего Казахстана и казахского народа. Как вы считаете? Они принесут пользу непременно или как вы считаете? Естественно, конечно, то, что произошло, это уже как бы назад волосы вырванные не ставишь, как говорится. То, что произошло, это уже навсегда останется в наших сердцах. Те люди, которые умерли, их уже не воскресишь.
страдания и горечь, которые, значит, потерпели их родственники, их родители. Это все это невозможно восстановить. Я думаю, это не зря, потому что, как вот Ани сказал, вот это семечко мы посадили, и теперь в течение нескольких лет, я думаю, ну, я не хочу так долгосрочно идти. Вообще вот лично мое видение, народ, мы вместе должны добиться, изменить Конституцию, провести честные выборы, распустить Нур-Шайтан, Нур-Отан, партия есть такая у нас, распустить эту партию. Выборы, чтобы были прямые, чтобы народ выбрал президента. Какого это мы сами решим. Кто будет, значит, несколько кандидатов, чтобы народ сам выбрал президента, распустить партию Нур-Отан, сделать, значит, конституционную реформу. Вот нужны большие реформы, нужны перемены в стране. То, что Назарбаев там вылез из склепа, выступил и сказал вот так и так, что он пенсионер, это не устраивает народ. Сейчас я читал сегодня новости, и значит, его отстранили от, значит, что-то там, я сейчас точно не помню, но, в общем, он остался членом Конституционного совета. По Конституции, значит, Казахстана Конституционный совет состоит из 7 членов. Это было так раньше. И решающий голос был за президентом, по-моему, если я не ошибаюсь. То есть фактически он остался в Конституционном совете, он может влиять на дальнейшую политику, значит, в Казахстане. Это должно быть. Мы вот все кричали, все мы кричали: шалкет, шалкет, вы знаете, это означает старик, уходи, старик пошел Да, вон, шалгит, пошел вон, шалгит. да, пошел вон, старик, иди отсюда, пошел. Все вот, значит, как бы поверили в то, что он ушел уже, все, нет его. Казахстанда есть такое, мақал бар Казахстанда, кет дегенде ит те кетеді. Ну вот, даже кричали шалкет, он не ушел, он присутствует сейчас и Токаеву. Вот мы хотим сейчас, вот я вот сейчас, если он меня услышит, я хочу обратиться, надо самоликвидироваться из этой власти, господин Токаев, то есть уйти, оставить это место, объявить честный выбор, провести реформы. Народ устал от вранья. И то, что сейчас между ними происходит, они договорились с Назарбаевым, чтобы тот не трогал его, оставил ему его миллиарды, не трогал его семейку, всю Адамс, скажем так, я извиняюсь. Да. Ну, скажем Нурлан, так, вот. Нурлан, извините, можно я вас перебью? Вот наш соотечественник сейчас, который вот слушает нас, да, задает такой вопрос, значит, Невзат Байток. Токаев, вы, наверное, сейчас, может быть, даже на туркменском это поймете. Токаев Назарбаевым идini yürütmez bizim Kurbanoglu Berdimuhamedov'un идеалы. То есть не продолжит ли этот Токаев ту же линию, что вел вот 30 лет Назарбаев, как и наш Бердымухамедов после Ниязова, так называемого Туркменбаши? Ну, вы знаете, как он вы сейчас, считаете? Он будет пускать пыль в глаза, что будет преобразование и так далее. Фактически, он 30 лет, вот сколько мне сейчас 42 года, и вот 30 лет правления Назарбаева всегда распускалось правительство, когда что-то не так, Назарбаев хороший. Сейчас то же самое случилось, распустили, значит, правительство, Токаев хороший, там, правительство. Но фактически это растасовка. Все остались при своих местах. Тот же председатель Мажилиса, Нурлан Нигматуллин, отъявленный коррупционер, его брат в Караганде, там, бандит, он тоже имеет миллиарды долларов, счета за границей и так далее. Он сейчас сидит и также председатель, занимает место председателя Мажилиса. Надо распускать парламент, надо убирать все вот эти, значит, неугодные народу лица, которые там присутствуют. Их очень, очень много. Это миллиардеры, это политики, скажем так, которые, значит, присосались, и такие вот, как Азат Первашев, который вот буквально недавно, когда Назарбаев ушел, он плакал, а сейчас он уже на вопросы от журналистов ему как бы прямо задает вопрос, и он совсем по-другому уже говорит о том, что как бы Назарбаев не совсем тот человек, который нужен сейчас народу, вот так далее, и так далее. И таких, скажем, вот, приспособленцев очень много. От них надо избавиться, пустить молодых людей туда. Ну, сейчас люди уже до такой степени раскомплексованы, и фактически даже бабушка, которая торгует семечками, разбирается лучше меня в политике.
И врать народу, там, пускать пыль в глаза, это не стоит, я думаю, это не лучший вариант. Почему? Потому что все события, которые были вот в начале января, они могут повториться. Народ не будет ждать. Да, понятно. Давайте сейчас снова вернемся к нашим молодому нашему коллеге Муса Рушен. Может, у него назрели опять какие-то вопросы. Муса, пожалуйста, задавай, если есть Да, какие-то... я хотел бы спросить, насколько казахское общество было политически активным, поддерживало власть, и пригласив ОДКБ, и насколько попала в зависимость от Кремля сейчас Казахстан? И поддерживает ли сейчас народ казахскую власть? Спасибо. Ну, Гани, наверное, вы можете отвечать. По поводу того, что насколько люди у нас в Казахстане были политактивные, я бы сказал, в те или иные моменты народ просто взрывался, я повторяюсь, это в смысле в том, что они выходили на мирные протесты. Были у нас движения и в начале 2000 года, и в 2011 году в Жанозе и в Алматы у нас бывали даже люди выходили, просто это власть, а режим всячески это блокировал и не показывал основной части населения. То есть много что мы еще даже и не знаем. Но я думаю, так или иначе определенная часть населения была всегда активной, и количество активных людей, она в последнее время постоянно растет. То есть люди сейчас, новое поколение народа Казахстана, его не так уже легко обмануть, как предыдущее поколение, которое жило там, в Советском Союзе, которое хорошо подчинялось пропаганде центра, подчинялось пропаганде Советского Союза, центральной власти, и вот эти вот использование там, не знаю, насилия и так далее, и запугивания людей, сейчас это уже не так сильно работает, новое поколение уже пришло, что очень сильно радует. Второй вопрос у вас был, и по поводу первого вопроса, по-моему, даже вот эта трагедия, которая случилась у нашего народа в январе, некоторые из вас, наверное, думают, это безнадежно, то есть, ну, вышли, многие были убиты, и что, нет никакого результата. Как я выше сказал, путь к смене режима на демократические устои – это долгий процесс, и, к сожалению, нужно, и болезненный, и, к сожалению, через него нужно проходить, иначе более никак. Никто за вас не приедет и вам не установит демократию. То есть это должно идти через процесс формирования гражданского общества. Второй вопрос, вы сказали, вот сейчас, например, после ввода войск ОДКБ России, Казахстан более под контролем России, Москвы, Путина. Я бы сказал бы так, что изначально Назарбаев, коммунист, и Токаев, который сегодня правит, они изначально были в составе коммунистической власти Советского Союза. То есть Назарбаев это коммунист, его поставила к власти в 1988 году Москва, и Казахстан, в принципе, практически даже формально получив независимость, мы так или иначе контролировались от России, от Советского Союза, и в Казахстане по официальным данным у нас есть даже сейчас в момент независимости 3 военных базы России, по неофициальным данным их 7 военных баз. И тот же Токаев, Назарбаев, они полностью подчинены Путину. Поэтому я бы не сказал, что мы даже после ввода войск как-то более стали подчинены России. Мы и были до этого своего рода неофициальной колонией России. Просто Назарбаев нас помимо России еще продавал и Китая. Вот. Да, спасибо. Вот у меня такой вопрос именно в этой линии. Вот, если не ошибаюсь, 6 или 7 января вдруг действующий президент Касым-Жомарт Токаев отдал приказ войскам и полиции Казахстана расстреливать людей без предупреждения. У меня такой вопрос. Откуда у такого, казалось бы, дипломата со стажем, такого очень воспитанного, интеллигентного человека, такая жестокость?
без предупреждения фактически стреляют только в врага или в колонии, в арестантов или там в зеков. А Токаев вдруг приказал всем военным и полиции расстреливать своих сограждан, свой народ без предупреждения. Откуда вот эта жестокость, как вы считаете? Гани. Если мой коллега хочет вступить, пожалуйста, можете? Нурлан, пожалуйста, давайте вы. Это, честно говоря, меня так ошарашило. Это просто, для меня был шок, что такой вот, президент и дипломат со стажем, да, вот всю жизнь якобы работал на дипломатической работе, и вдруг отдает такой приказ. Это же жестокость. Эти события соприкасаются с событиями 2011 года, когда Назарбаев отдал приказ стрелять мирных жителей в Жанаузене. И все это повторяется фактически, все это одно и то же. Мародерство, вы говорите, это все. Естественно, это все, как я и говорил, это, естественно, не инженер, это все шутки шутками, но все это организовано Комитетом национальной безопасности. Все провокации, все это было, значит, и вы сами видели же, что сначала посадили Кариму Насимову, но не тронули, значит, первого заместителя. Знаете, о ком я говорю, это Самат Абиш. И через некоторое время, только потом уже, значит, Токаев уволил его. То есть фактически все лежит вот именно вот корень весь там, все идет оттуда. И, значит, все эти события пересекаются, и столько людей пострадало, уже не хочу повторяться. Все это просто ужасно, сердце лично у меня болит. И мы вот, наша организация Free Kazakhs, вот многие иногда задают вопрос, пишут, что вы там делаете за границей, почему вы здесь, вот, говорите об этом. Вы знаете о том, что в Казахстане свобода слова, так как и в Туркменистане, подавляется, невозможно говорить ничего. Никому нельзя сказать правду, и тебя сразу посадят, тебя сразу репрессируют и так далее. Здесь мы можем выражать свое мнение посредством обращения даже к сенаторам. Вот они неоднократно значит, собирал петиции, и даже среди сенаторов есть у нас друзья, которые поддерживают нас, и мы можем напрямую к ним обратиться. И вот мы как бы хотим, чтобы привлекли к ответственности Назарбаева и Токаева в первую очередь, чтобы вот международный трибунал дал свою оценку, чтобы привлекли к уголовной ответственности Токаева и Назарбаева, так как это не террористы. Это не террористы, значит, это мирные люди вышли на протесты. И ради сохранения своей грязной власти они пошли на вот такие вот методы. Устранили, значит, убили сотни людей. И сейчас в Казахстане происходят репрессии, значит, приходят силовые структуры, милиция приходит домой, забирают людей и пытают их в лагерях. Ну, не в лагерях, а где там, в отделениях милиции и так далее. Понятно. Я бы хотел... Да, пожалуйста, Гани. Откуда, например, у Токаева такая жестокость, если у него там дипломат образованный и так далее? Я бы сказал так. У власти, особенно у диктаторских режимов, там абсолютно не важно, какой у тебя есть диплом, там диплом Гарвардского университета, ты образованный, у тебя есть дипломатический какой-то опыт. Это абсолютно не важно. Это единая такая система, воровская мафия. У них нету ни сердца, ни души. И это не зависит, на мой взгляд, от образования или же от каких-то дипломатических способностей. Вот у нас первый лидер, казахский лидер Алихан Бөкейханұлы 20 века, он сказал: «Халқа қызмет ету білімнен емес, мінезден». То есть служение народу — это не от образования, а от характера и моральных ценностей. Поэтому то, что Токаев, у него там, не знаю, хорошее образование, интеллигент, это абсолютно не говорит ни о чем. Это ему не мешает, а наоборот даже, наверное, помогает как-то себе создавать хороший имидж, но тем не менее хладнокровно убивать свой же народ. Это коммунисты, это люди, которые вышли из коммунистического строя, были выучены в этой коммунистической системе, чтобы управлять народом как с мясом. Вот, к сожалению, это так. Спасибо. Да.
Спасибо. Ну, пожалуйста, Мурат, задавайте ваши вопросы нашим коллегам. Микрофон. Очень много вопросов, вот и наши туркмены пишут тоже вопросы. Вот смотрите, во Франции было очень много митингов, так как я проживаю во Франции, и скажу, что было очень митингов много. Вот даже мой ученик один, да, по спортивному клубу, он является лидером профсоюзов, который проводит митинги. Я у него много чего спрашиваю, он объясняет. Вот у них тоже мародерство есть. Здесь нету террористов, здесь нету как бы других людей, но здесь тоже есть мародерство. Я думаю, что вот когда протесты начинаются, да, это протестное движение имеет свою систему. Люди, которые встают, появляется власть падает, новые люди приходят, не захватили власть, и вот это вот на параллели выходят люди, которые как бы занимаются мародерством или нечистоплотными вещами. Вот во Франции есть специальные группы, которые ждут это, молодые. Вот они живут там в плохих районах и так далее. Как протесты идут, они грабили магазины. Вот когда желтые жилеты шли, вначале это все как бы на желтых жилетах сваливались. Что сделали желтые жилеты? Они сами начали ловить всех, предупреждали заранее, да, мы будем ловить и передавать полицейским. И они вместе с полицейскими ловили этих ребят и сдавали. То есть очевидно было видно, что желтые жилеты, протестанты к этому никакого отношения не имеют. То есть что вы думаете, вот у нас, для нас сделать один большой протест – это мечта, фантазия 30 лет. Но, естественно, мы к этому приходим. Вот начали сейчас протест объявлять, Туркмении выходить начали потихонечку. Мы придем к большому протесту. У нас другого пути нету. Потому что нас жмут больше и больше. То есть есть как в физике против силы, другая сила возникает. Это как бы нормальное явление. Мы обязательно встанем. И мы как решение вот смотрели на ваши протесты, про себя анализировали, искали ошибки, чтобы понять. И нашли как вариант, протесты должны сопровождаться дружинами. То есть эти дружины должны быть сильные ребята. Допустим, в Боснии был оплот, на Украине был правый сектор, который охранял порядок, создавал порядок, чтобы никто не если полиция бьет, они вставали. Потому что с дубинкой ударить женщину очень просто, но когда стоит накачанный парень, дубинка останавливается потихонечку. То есть потом выходит народ. То есть, как вы думаете, нужно ли вот эти дружины из народа, не обязательно спортсмены, из народа, там же есть тоже крепкие люди, взрослые, там, сознательные, нормальные мужчины, создавать по бокам или рядом, спереди, в середине, или я не знаю как, дружины, которые будут защищать протесты. Вопрос же стоит о том, что надо защищать протесты. Они делают специально так, специальные операции, там, провокации, чтобы эти протесты увести в другую плоскость. Как вы считаете, нужно ли эти дружины создавать? Или каждый вот в протесте должен, как сознательно во Франции, бегать, защищать, ловить и сдавать полиции, и сразу показывать, снимать, один снимает, другой ловит, сдает полиции, и с полицией быть в сотрудничестве. И показать, что мы не против вас, и у нас нет оружия, и мы не хотим беспорядков, мы не хотим хаоса. Мы хотим свои законные конституционные права по проведению протестов, собраний использовать и выйти, выразить свое недовольствие. То есть, как вы считаете, нужны ли эти бригады, дружины, или лучше иметь вариант, как во Франции сделали? То есть, сами люди протестующие ловят и сдают. Это хороший вопрос. Да, или Нурлан, пожалуйста. Нурлан, давайте. Хороший, вопрос. Это действительно, это действительно вот надо как бы или дружину, или главное, чтобы был порядок, потому что вы правильно сказали, если есть даже мирный митинг, все равно найдется в этом, допустим, в этой организации, да, там люди, которые хотят что-то украсть, там, разбить что-то и так далее. Но вот поджоги, которые были, акиматы, например, поджигали, это делали все сотрудники спецслужб. Об этом уже известно. Они заняли этажи там и поджигали. А вот эти мародеры, как вы говорите, там из числа кто-то вот там Дикий Арман там присутствовал, это криминальный авторитет, который стравливал там людей.
Вот. И вот, я думаю, да, вы правильно говорите, надо или ловить, или сдавать, но, в общем, каким-то способом бороться против них, чтобы не было такого, потому что не должно, допустим, какие-то грязные пятна, тень какая-то ложиться на честных, мирных протестующих, чтобы не было вот такого, значит, как вот в Алмате, там, в Казахстане 90 с лишним миллиардов, там, 200 миллионов долларов, по-моему, ущерб принесен. То есть такого Миллионов, да, быть. миллионов. Миллионов, да. И такого не должно быть. Вы совершенно верно говорите. Да. Но я считаю, наши, как бы ни было, значит, ну, такой ценой вот, как бы удалось, ну, что поделать теперь. Вообще, в общем, везде мирные митинги были. Мирные митинги. Люди хорошие все. Люди сознательные. Были мирные люди. Мирные. Понятно. Гани, хотите что-то добавить к сказанному? Гани. Да, вот если хотите добавить что-то, да, если хотите добавить что-то сказанному Нурланом, все-таки вот как защищаться от провокаторов, от тех же мародеров, там, которые могут присоединиться к демонстрантам, а из-под тишка там за их спиной грабить магазины и позорить демонстрантов. И в итоге, значит, власти получают аргументы, сильные аргументы, чтобы просто-напросто, значит, применить жестокую силу против мирных демонстрантов. Как от провокаторов защищаться? Ну, обычно, если власть не получает, как вы сказали, сильных аргументов, то власть сама создает эти сильные аргументы, как показывает опыт. По поводу дружин, если вы можете их реально создать изначально, особенно если вы сейчас говорите о реалии Туркменистана и туркменского народа, который пока что, в общем, массой не выходила против режима своего, даже вообще, да, я бы сказал, наверное, сейчас думать о дружинах именно в реалиях Туркменистана пока рановато. Сейчас, если бы в целом некоторая часть населения уже политически активизировалась бы, это уже было бы большое, на мой взгляд, достижение. По поводу Казахстана, если брать реалии Казахстана, я бы сказал, было бы хорошо, например, если бы различные оппозиционные движения и лидеры, даже кто в Казахстане или где-либо еще, чтобы они транслировали в своих соцсетях и призывали бы людей только на мирные демонстрации, и также призывали, вот, например, людям просто смотреть по сторонам, если видеть провокаторов, как-то их обезвредить, то есть мирным способом. Я видел некоторые видео, когда в Алматы люди просто друг друга начали держать за руки и окружали акимат и старались не пропускать людей, которые пытались поджечь. Также, например, были очень много людей, которые в подземке Алматы охраняли, например, это обычные люди, охраняли окна, витрины, чтобы их просто не разбили мародеры. Вот, то есть такого рода у нас были среди людей тоже. Но если вы можете это все организовать, предвидеть, на мой взгляд, пока что это именно по туркменским реалиям это сложно. Когда ваш народ в один прекрасный день просто уже устанет и поднимется, на мой практический опыт, вам уже будет не до дружин, вам бы как можно быстрее бы вот этот режим сменить. То есть такая будет у вас эмоциональная, психологическая накалка будет такая. Да. С этим трудно очень не согласиться, потому что Франция – это одно дело, да? Во Франции порядок, во Франции, значит, соблюдаются гражданские права народа, а в Казахстане и в Туркменистане такого нет и не предвидится пока. И поэтому, конечно, демонстрантам вряд ли удастся самим собственными силами ликвидировать или там нейтрализовать действия провокаторов, тех же мародеров или еще каких-то таких сил. Теперь все, я думаю, что мы потом еще можем, конечно, опять встретиться и вот вести такой вот диалог и обсуждать дальше, потому что еще много аспектов остались, которые не затронутыми в связи с этими январскими событиями в Казахстане. Тем не менее, вот давайте тогда на сегодня уже, я думаю, что уже достаточно
поздно, и мы давайте заключим сегодняшний наш разговор. И это был очень продуктивный, очень такой хороший разговор между нами. И у меня остался один вопрос только. Я вам скажу, если вы меня слышите, я очень надеюсь, что Гани тоже слышит это, хотя вот сейчас здесь я его не вижу на экране. Вот вы уже упомянули 1986 год. 1986 год, когда вот у вас Желтоусан, да, называлась эта демонстрация, когда казахская молодежь выступила против назначения после Кунаева Москвой главой Казахстана Колбина. Это вызвало очень сильные протесты в Казахстане, и состоялась очень такая знаменитая демонстрация в Казахстане против своеволия Кремля. И в итоге, значит, вот эта мирная демонстрация казахской молодежи была жестоко подавлена, много было погибших, я сейчас не помню конкретное число. И вот в этой ситуации, когда вот создалась ужасная атмосфера в Казахстане, и не только в Казахстане, во всем Союзе, потому что шла перестройка, шли какие-то очень нужные реформы, в том числе и демократические в каком-то смысле, хотя и дозированные, свобода слова. Вот нам, писателям, журналистам, дали возможность критиковать, наконец-то, начальников, боссов коммунистического режима и более смело выступать в печати. Да? И вдруг вот после этого, после казахстанских событий, создалась гнетущая атмосфера во всем Союзе, и была опасность, что мы вернемся обратно, снова к репрессиям во всем Союзе. И страх просто повис в воздухе, да. И в этой ситуации мы собрались, писатели, и в Москве на конференцию. Конференция посвящалась литературной критике. Я был посланником из Туркменистана, и в Союзе писателей СССР на Поварской шла конференция, и когда, значит, должен был выступить там Мурат Ауезов, в зале установилась такая тишина. Мурат Ауезов, как вы, наверное, знаете, это сын Мухтара Ауезова, классика казахской литературы. И вот просто в зале мгновенно образовалась такая тишина. Можно было бы услышать, если бы полетела муха. Потому что только вот случились эти события в Казахстане, и мы вот следом буквально через несколько дней, что ли, вот собрались в Москве. И все ждали, что скажет Мурат Ауезов об этих событиях. И вышел на трибуну Мурат Ауезов, и он нашел в себе мужество поддержать выступление казахской молодежи. Он не осудил их, он даже не искал примирения какое-то. Он сказал буквально следующее, и я был живым свидетелем этого. Он сказал: это молодежь, наши читатели, наши студенты, и они вышли с хорошими, добрыми намерениями, чтобы поддержать перестройку, демократическое преобразование, которые вот идут сейчас в нашей стране. И у всех все как-то вот как бы выдохли, как бы вздохнули легко, что вот представитель Казахстана нашел в себе мужество поддержать выступление казахской молодежи. Это было великолепно. Вот мой коллега Мурат Ауезов сделал такое вот, показал такое мужество казахских писателей, интеллигенции.
И вот сегодня в связи с этим у меня такой вопрос, Нурлан, и также Гани, если он меня слышит. Где сегодня казахские писатели? Где они? Почему они не дают оценку со своей стороны тому, что случилось в январе? Пожалуйста, Нурлан. Ну, вы знаете, многие писатели, многие известные лица, они отмалчиваются сейчас, не готовы выступить открыто против власти. Многие из них, значит, выступают, значит, партия Нур-Отан приглашает, кормятся оттуда. Многие не говорят. Ну, конечно, среди них есть такие, кто после недавних событий открыто заявляет об этом, говорит о том, что власть устроила кровопролитие. Ну, это может быть не совсем. Я сейчас точно не помню, кто из писателей открыто выступил, но есть боец, как бы по смешанному единоборству, Фуат Хамитов. Вот. Вот он, значит, его взяли, пришли домой, милиция арестовала его. Он до этого неоднократно выступал, такой батыр казахского народа, скажем. Его полиция пришла домой после его, значит, обращения к властям, арестовала, избила. После этого он публично заявил о том, что он уходит из большого спорта. Фактически, ну, я думаю, многие, как обычно, боятся открыто говорить что-то в адрес властей, потому что боятся репрессий. Понятно. Ну вот, Гани, вы слышали, да, мой вопрос? Я привел пример, как следом вот выступления казахской молодежи, когда мы собрались на конференцию литературных критиков и литераторов, писателей в Москве, Мурат Ауэзов, сын Мухтара Ауэзова, да, выступил мужественно в поддержку вот этой мирной демонстрации. И я задаю сейчас вопросом, где сейчас казахские писатели, поэты, литераторы, где они сейчас? Почему они не выступают в защиту мирных демонстрантов и дают фактически возможность власти огульно, чохом обвинять все протестное движение, когда надо действительно это дефинировать, это движение. И это просто необходимо сейчас это сделать, что есть мирные демонстранты, были мирные демонстранты. Это самое главное в этих событиях. А были просто мародеры, и еще, может быть, были, как мы сейчас издевательски называем, так называемые эти террористы, да, вымышленные, откуда-то с неба прям свалившиеся. И как, на ваш взгляд, вот почему отмалчиваются сейчас писатели, почему отмалчивался Назарбаев, нам понятно, потому что им есть делить чего с действующим президентом и его сторонниками. А вот писатели, казахские писатели, исторически всегда были на стороне народа. Где они сейчас? Я бы сказал так, что у нас в Казахстане очень много писателей, но у нас практически нет духовно-культурной, интеллектуальной элиты, которая бы направляла бы свой народ, которая бы его поддерживала и защищала бы. И этому есть конкретная причина. Я сравниваю духовно-культурно-интеллектуальную элиту как с черноземом. Да? Возможно, не совсем хорошее позитивное сравнение, но я бы сравнил бы элиту, такую культурно-интеллектуальную, духовную, как чернозем, гумус. Гумус, он занимает, там, по-моему, полсантиметра поверхности земли. Но именно вот эта вот небольшая прослойка гумуса, чернозема, оно сконцентрировано в себе очень много минералов, которые дают благотворный и хороший быстрый рост всем семечкам, семянам, которые посажены именно на этой земле. Вот. Она небольшая, она очень тоненькая, и ее легко можно разрушить. Если чрезмерно употреблять эту землю или ветрами, водой, она может смыть этот гумус. И чтобы этот гумус обратно создался, на это уходит века. Точно так же я смотрю на культурно-духовно-интеллектуальную элиту любого народа. Она проходит, она создается веками, но ее разрушить очень легко. И одна из таких у нас вот элиты была во время Алашурды. В 30-х годах у нас наша элита интеллектуально, духовно, она вся объединилась под
эгидой Алаш-Орда партиясы, Алаш-Орда hükümeti, и она вся была убита в 1937 годах. Она вся была поголовно застрелена советским режимом. Я иногда сравниваю ее с фильтром. Вот если вы, например, возьмете 100-литровый аквариум, и там есть фильтр, который очищает вот эти 100 литров воды. Этот фильтр, он обычно там 5-6 сантиметров. Но у этого 5-6 сантиметрового маленького фильтра есть такая возможность очистить всю воду 100-литровую, чтобы она не завоняла, да, там, не покрылась там, плесенью и так далее. Так вот, вот этот фильтр, он у нас был убит еще в 1937 годах. И чтобы создать новый такой фильтр, который очищает народ, показывает ему, куда идти, как идти и так далее, на это уходит столетия. И сейчас, как я уже сказал, у нас есть очень много писателей, но я бы сказал, что у нас практически нет духовной, интеллектуальной, культурной элиты высшего класса. То есть есть отдельные какие-то активисты, но мы еще не переросли до того уровня. Я считаю, среди нового поколения у нас создастся новая интеллектуальная, духовная, культурная элита, и она нас поведет как раз-таки к процветанию. Рахмет. Да, спасибо, Гани. Очень полезное замечание. Кстати, вот этот вот кумус, как вы называете, да, вот эта прослойка верхняя прослойка на плодородной земле, это примерно 15 сантиметров, как утверждают специалисты. И вот эти 15 сантиметров как раз не надо разрушать, как вы говорите правильно, если разрушить и смешать с тем, что там глубже где-то лежит почти что бедная земля, вот это вот, да, и тогда разрушается все и смешивается и становится семенам вырастать и вырастать так, как надо. Вот тогда, значит, давайте сегодня завершим наше такое совместное туркмено-казахское или казахско-туркменское выступление и передачу. Спасибо вам, ребята, большое. И я в вас вижу большой оптимизм. Также, наверное, вы видите в нас оптимизм. Мы всегда будем вместе. Давайте договоримся так. Если в Казахстане победит демократия, демократические реформы, а это непременно будет, вы нам поможете, также поддержите нас, чтобы демократическое пространство, оно расширилось в сторону Туркменистана. А если мы первые добьемся демократических реформ и победим диктатуру в Туркменистане, то мы можем тоже сделать то же самое. Спасибо за участие. Тогда можем проститься с нашими туркменскими, казахскими и другими нашими постсоветскими слушателями и зрителями. Желаем вам удачи в Казахстане и очень надеемся, что власть сделает нужные, необходимые выводы из январских событий, а не будет заботиться только арестами и террором над населением Казахстана. Спасибо. Я бы хотел добавить еще раз поблагодарить Пожалуйста. наших казахских братьев за интересную беседу, за ваш взгляд, за то, что вы делитесь своими мнениями с нами. Нам всегда очень приятно, когда наши братья рядом с нами. Мы всегда вас поддержим, мы всегда с вами. До свидания. Да, можете, Гани, Нурлан и Муса, вы тоже вот несколько слов буквально на прощание сказать. Да, я хотел бы поблагодарить Рахмет казахским братьям. Также я хочу сказать, что вот наши казахские братья Гани, как лидер организации, оппозиционной организации Free Казахс, не ждет, пока мы победим. Он уже участвует в наших митингах, нам помогает. Рахмет Нурлану, всем казахским братьям, сестрам, то, что пришли и поделились своим мнением. Надеюсь, это не последний раз. Благодарю. Рахмет. Пожалуйста, Гани, Нурлан, тоже несколько слов на прощание. Спасибо. Да, хотел бы подытожить. Сегодня мы собрались на этой конференции и поговорили раскрыли наши проблемы и вопросы, которые сложились в ходе революции в Казахстане, и подвели некоторые итоги.
Спасибо вам за поддержку. Казахский народ всегда с вами. В любой момент мы придем к вам на помощь. Мы ожидаем этого от вас. И казахский народ всегда гостеприимен. И в любой момент который поддержит любого. Спасибо. Да. Тем более своих близких соседей, туркмен. Гани, пожалуйста. түркмен халықтарына үлкен рахметімізді айтамыз. Қазақ халқынан Құдай қаласа бәрі жақсы болады. Бір күні барлығымыз да еркін, азат елде өмір сүретін боламыз. Я бы хотел сказать, что свобода, она не дается просто так, она не дается бесплатно, за нее нужно бороться. Это тяжелый путь, но его нужно будет пройти. Чтобы осилить дорогу, нужно начать идти по ней, это приведет к реальным результатам. Поэтому не сдавайтесь, боритесь. Рано или поздно все мы будем свободны. Да, спасибо. Ну, я когда привел пример того, что Мангышлаге, ребята, пожалуйста, поймите меня правильно, это только исторические какие-то факты. На самом деле у нас нет никаких претензий к нашим казахским братьям. То, что случилось, уже случилось. И где казах, там и туркмен. В будущем я считаю, что, и я очень надеюсь, что казахи и туркмены будут между собой общаться, как и вот общаются и имеют вот отношения здесь, в Скандинавии. Я живу в Швеции уже почти 30 лет, и я вижу, как шведы, датчане и норвежцы, и финны живут так дружно. Теперь уже почти не имеет значения там исторически, какая область, какой регион кому принадлежал, потому что мы буквально можем без паспорта проезжать и в Норвегию, и в Данию, и в Финляндию, и они также могут. И у нас мы должны добиваться, чтобы в Средней Азии, что гораздо точнее, чем Центральная Азия, да, размытое такое название, вот нашей Средней Азии, с нашей древней культурой мы обязательно добьемся, чтобы в будущем наши народы жили так же дружно, как и скандинавские народы. Дорогие наши телезрители и слушатели, на этом мы прощаемся с вами. Спасибо за внимание. До следующих встреч.